Воспоминания, если вот, когда я начинал работать, конечно, обеспечение техники очень слабое было. Мы пешком ходили. В зимнее время иногда приходилось нам ездить на мотоциклах. Вот такие трудности. Форменной одежды недостаточно было. Средства связи очень слабое было. Но тем не менее мы работали днем и ночью. Коллектив был очень хороший. Так, друг друга уважали, друг друга понимали, друг друга меняли, если у кого-то нет возможности. Вот так мы работали. Пройдя путь от рядового сотрудника до министра внутренних дел, Бакирдин Субанбеков стал одним из самых уважаемых и выдающихся деятелей в истории Кыргызстана. Под его руководством милиция Кыргызстана прошла через множество вызовов и испытаний, но благодаря твердости и решимости Бакирдина Субанбекова служба всегда оставалась верной своему долгу. Когда работал работником ГАИ, мы все молодые же были. Мы задерживали, по рации нам дежурный передал, задержать автомашину такой-то, такой-то. Нас было двое. Петренко, со мной наш напарник был, Петренко Василий. Мы с ним стояли, и это ночью, часиков 11. Мы пытались остановить. В то время связи же не было, ни рации, ни телефонной связи. Он на нас направил руль, нас чуть не задавил. Потом мы быстро решение сели на мотоцикл, за ним следили. Так, потом, не доезжая в Соклуке, мы их задержали. Оказывается, они вооруженные преступники. Мы их уговорили и скрутили, доставили в ближайший Сокулукский РОВД. Вот таких случаев очень много бывало. По неосторожности, вот, многие наши коллеги умирают. Я 38 лет отдал в органы внутренних дел. Для меня не безразлично. Однако заслуги Бакирдина Субанбекова выходят далеко за пределы его профессиональной деятельности. Человек, который заботился о развитии своей страны во всех аспектах. Благодаря его инициативам в его родном селе был построен спортивный комплекс, который стал местом притяжения для молодых спортсменов. Много кое-что сделал для народа, для своего села. И такое, по-моему, по республике тоже, по-моему, он сделал. Ну, это кратко я могу сказать, что он сделал вот эту вот дорогу, воду, по-моему, в 1963 году проведенная была вот через речку Карабалта. А сейчас, говорят, через фильтр это все, ну, современное, водопровод будет. Это тоже его забота. Ну, он заслужил похвалу народа, одним словом сказать, похвалу народа, и он за народ болел и за народ работал. В знак признания его неоценимого вклада в развитие и патриотическое воспитание в городе Карабалта в автошколе ДОСАВ в знак уважения и за вклад в учреждение дано имя генерала Субанбекова. Кроме этого, с помощью Бакирдина Субанбекова были проведены реконструкции бассейна в городе Карабалта имени заслуженного тренера Кыргызской республики Анатолия Зверева. Раньше бассейн, еще после Советского Союза, был в очень запущенном состоянии. С потолка у нас арматура сыпалась на голову купающихся. Ну, вода была в ужасном состоянии. Хлораторные установки были настолько старые, там, дна не видно было. Бакирдин Джамалович взял под свой контроль и, решил вот это сделать, капитальный ремонт. Сюда и дети ходят, и взрослые, в общем, есть группы спортивные группы. Сейчас наши спортсмены, пловцы начинают добиваться результатов.
Заслуги Бакирдина Субанбекова были высоко оценены на государственном уровне. Он был удостоен множеством наград, включая орденом Манас третьей степени и орденом Данг. Эти почетные награды подчеркивают его огромный вклад в развитие Кыргызстана и его неоценимые заслуги перед народом и государством. Но, несмотря на все его достижения, генерал-лейтенант всегда остается простым и скромным человеком, любящим мужем, заботливым отцом 4 детей и гордым дедушкой 8 внуков, для которых он всегда пример для подражания. К сожалению, в детстве мы с сестрой папу практически не видели, потому что 24 часа, кажется, из моих воспоминаний он был на работе. Мы видели его практически только на выходных и когда он нас в холод довозил в школу. Он самый добрый, заботливый, самый лучший дедушка, который всегда понимает с полуслова, всегда даст нужный, верный совет. Человек, с которым можно поделиться обо всем. Он очень замечательный папа. Бакирдин Субанбеков – имя, которое навсегда вписано в историю кыргызской милиции. Его жизненный путь – это пример беззаветного служения Родине, неутомимой борьбы за справедливость и неоспоримого лидерства. За годы своей службы он стал символом стойкости, честности и преданности делу. Айслу Мурзакова, Самаган Тайырбеков, Эсенбек Усөнов. УТРК Чүй, Джаильский район.